Это настоящая бандитская семья. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как из-за халатности властей люди должны жить в недостроенных домах. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних событий. Мавджуда Рахимова живет с детьми в квартире на 11 этаже недостроенного дома, известного как дом Бега Сабура. Она, как и многие другие люди, живут буквально в экстремальных условиях. Подъемные краны работают прямо над головой, двери и рамы еще не установлены, а в подъездах темно. Недостроенный дом принадлежит компании Камил-2010, владельцем которой по документам является Сиевуш Зухуров, сын Бега Сабура, главы службы связи и свата президента страны. Строительство дома началось в конце 2016 года и, согласно договору, должен был быть сдан в 2020 году. Руководство компании до сих пор не сообщило, по каким причинам сдача объекта задерживается. «Мы переехали сюда в августе, и таких семей, как наша, много», рассказала Мавджуда Рахимова. Жилые дома, известные в народе как дом Бега Сабура, возводятся у западных ворот столицы и у инфекционной больницы в Махале Заравшон. По словам жильцов, сейчас в недостроенных домах компании Камил-2010 проживает более сотни человек. Представители компании насчитали 30 человек. تمام همین قواعد طور مخه سوید نیست خونه سوید مرا خلا یخ میشه کودکا کسل میشه دو تا کودک میدچه دارن خیلی عذاب میکشیم هم عذاب کشیده است я мотокане. Мавджуда Рахимова сетует, что помимо прочего серьезной проблемой для них является отсутствие электричества в зимний период. Электричества часто не бывает. Один трансформатор не выдерживает и выходит из строя. В домах сразу же становится холодно. Мы не знаем, что делать. Один день есть электричество, другой нет. Очень тяжело, говорит она. А как вы относитесь к такой халатности? Ведь люди, по сути, замерзают. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Сабина Бабанжонова, другая жительница дома, сказала: «Мы хотим, чтобы здание было скорее достроено и сдано. Пусть доведут до ума условия для проживания. Мы не одни. Здесь много таких семей. Многие приехали сюда от безысходности и вынуждены жить в таких условиях. Некоторые должностные лица компании, находящиеся на строительной площадке, отказались говорить на камеру. Один из них на условиях анонимности сказал, что жильцы самовольно въехали в недостроенный дом. Жители не имеют права заселяться в дом до тех пор, пока он не будет принят госкомиссией», — сказал он. Жильцы и юристы считают, что когда застройщик в оговоренный срок не сдал дом, то вся вина возлагается именно на застройщика. Юрист Дильшот Джураев сказал: «Согласно градостроительному кодексу Таджикистана, эксплуатация объектов, не утвержденных госкомиссией, запрещена. Строительные компании должны соблюдать условия договора. Если в договоре указан определенный срок, строительство должно быть завершено вовремя. В противном случае граждане могут подать иск о возмещении ущерба». Компания Камил-2010 возводит в Махале Заравшон 16 высотных жилых зданий, в каждом доме по 200 квартир. Будущие жильцы не раз выражали недовольство частыми переносами сроком и вялыми темпами строительства в новостройках Бега Сабура. В течение последних 2 лет официальные лица Комитета по строительству и архитектуре Таджикистана также раскритиковали строительные работы на некоторых объектах компании Камил-2010, заявляя, что они обязали руководство компании в кратчайшие сроки устранить недостатки. В противном случае они отозвут лицензию. Несмотря на это, количество жалоб жителей на ход строительных работ не уменьшилось. Конечно же, ведь это компания родственника нашего президента, так что им ничего не страшно. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.